Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приступим к изучению и произношению букв чеченского алфавита, и их всего 49 букв. Здесь у нас, чтобы передать чеченские звуки, понадобятся гортанные, согласные и мягкие звуки. Они отсутствуют в русском языке. Например, что нам еще теоретически надо будет знать, что все согласные произносятся с напряжением, энергично и звучат более твердо по сравнению с русскими согласными. В чеченском языке присутствуют долгие и кратные гласные звуки, которые при одинаковом написании некоторых слов придают им разное значение. Давайте выберем два примера из них. Прибыль на чеченском языке звучит так. Са, а душа на чеченском языке звучит так. С. Са – это будет уже длинный звук, а с – короткий звук – это совсем другое слово. Вот таких слов в чеченском языке достаточно, но чтобы мы заранее знали, как нужно будет произносить буквы и правильное написание и их транскрипцию нам надо будет хорошенько прислушиваться к урокам. Ну, приступаем. Буква А пишется вот так. Это у нас не письменная буква А печатная. Печатная буква А. Как на русском, так и на чеченском языке звучит звук А. В. Вот-то барабан переводится. Ведер, ведро. Гезик, Г. Е. Ят, ехк. Расческа, корова. Ёлка. И то. Утюг. И то. И. Ёлак. Ёлак. Платок. Буква А и мягкий знак. Эшкал. Эрзу. Эшкал. Эту. Буква эта произносится, растягивая мышцы рта. Мы чуть-чуть высовываем язык и постараемся создать этот звук. Но при этом язык не прикреплен ни к небу, и он находится как бы свободно. Ну, у вас получится, надеюсь. Б. Бурч. Бурч. Перец. Агува. Это звук во многом слышится в французском языке. Газ.
гапак, гоутал. Такие слова на чеченском языке. Газ – это гусь, гапак – тыква, гоутал – это одеяние, которое накрывается на все тело. Г. Д. Дит. Д. Дит. Ж. Ж. Жижик. Мясо. Зезок. Цветок. З. Зезок. З. Элп. К. Küzgünüş. Küzgü. К. Küzgü. Стекло. Küzgü. Очки. К. Две буквы. Буква К состоит из двух букв К и Х. К произносится тоже гортанью, горлышком. Куар. К. К. Эта буква пишется буква К вместе с твердым знаком. К. Колом. Карандаш. Вот эта буква произносится обязательно горлышком. К в горле. Этот звук издается К. Прямо из горла выходит этот звук. К. Тоже двойная буква. К. Кархаш. Тапочки. К. Кант. Мальчик. И так далее. К. О. О. Ü. 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 Этот звук бывает в немецком языке, и пишется он вот таким образом. О и сверху две точки. Произносится точно так же, как и на чеченском языке. Элк. Р. Р. Здесь у нас язык прикреплен к небу, но при этом у нас рот закрыт, и мы выплескиваем этот звук. При том, как мы приоткрываем рот, выплескиваем звук. Т, 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 т. Буква Т. Элп, Т. Там, крыло. Темш, крылья. У. Русский звук У. Урс. Нож. Л. Л. Лам. Гора. М. Междик. Мечеть. На. Ной. Ной. Веник. П. 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 С.
Т, 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 Т. Ü состоит из двух букв, У и мягкий знак. Ü, Üster, Ü. Ф, Ф. Ф, Ф. Х, Х. Хох, лук, хох. Звук Х – это резкий выдох. Х. Как будто мы дышим на стекло. Х. Ц. Ц. Смыкаем зубы, держим язычок, кончик языка прикрепляем к переднему частью неба и выдыхаем этот звук. Ц. 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 Мускулатура лица растягивается и произносится таким образом. Вот этот звук. Ц. Ц. Ч. Ч выглядит как четверка. Щ. Буква из русского алфавита. Щ. Щетка. Твердый знак. Чохерк. Чохерк. Етка. Етка. Ю. Вот так произносится этот звук. Хоа. Ц. Цицик. Кошка. Ч. Чар. Чар. Рыба. Ш. Шура. На русском языке это будет как Шура. Это как бы имя девочки, да? А у нас Шура. Шура это у нас называют молоко. И. Кетхерк. Мягкий знак. Ю. Тоже две буквы. Буква Ю и мягкий знак. Юрк. Ю. Я. Я. Это уже как бы помягче.
Е. Е. И последний звук А. А. Эта буква выглядит как латинская единица. А. А. Если к этой букве приписать еще букву А, то у нас получится целое слово. Это самое короткое слово на чеченском языке. А – это зима. Ребята, я знаю, что с первого раза вы не сможете выучить все буквы чеченского алфавита, но если сможете, я буду только рада. Если алфавит вам не поддается, напишите на тетради все буквы в ряд и посмотрите, какая разница у этого алфавита с русским. И сейчас у нас в гостях Лунтик, он с вами пройдется по русскому алфавиту. Привет, пчеленок! А что это ты тут делаешь? Привет, Лунтик. Я занят очень важным делом. Инвентаризация называется. Ой, а что это такое? Я и сам точно не знаю. Но надо переписать все запасы меда. А то столько разного меда развелось, мы уже сами не знаем какого. А можно я тебе помогу? Я умею читать надписи на банках. Ну давай, пока старшие пчелы не видят. Будешь говорить мне, что написано на банке. В этом задании мы помогаем пчеленку делать учет запасов меда в улье. Выбери одно из сот с буквой, а мы посмотрим, что за мед в ней спрятан. Ребята, а теперь мы с вами вместе с Буква Лунтиком А. еще раз повторим. Ананас. Алфавит. Прошу вас Апельсин. внимательно прислушивайтесь к уроку Аист. и выучите Арбуз. буквы чеченского. Давай откроем еще одну соту. И заметьте разницу между этими буквами. Их всего Буква 16 Б. звуков. Бобер. И эти 16 звуков отдельно Барабан. мы рассмотрим на следующем уроке. Баран. Пока. Банан. Продолжим учет. Буква В. Велосипед. Виноград. Верблюд. Ворона. Давай откроем еще одну соту. Буква Г. Гусь. Гусеница. Груша. Гриб. Голубь. Продолжим учет. Буква Д. Дом. Дерево. Дверь. Давай откроем еще одну соту. Буква Е. Единорог. Ежевика. Енот. Продолжим учет. Буква Ё. Ёлка. Ёж. Давай откроем еще одну соту. Буква Ж. Желудь. Жук. Жираф. Слушай, Лунтик, мы, кажется, закончили инвентаризацию. Что, закончили? В общем, весь мед в улье переписали. Ну вот, а мне так понравилось. Но ничего, я еще вернусь, и мы будем переписывать новый мед. Конечно, Лунтик, приходи еще. Какие все-таки пушистые эти одуванчики. Давай посмотрим на них поближе. Одуванчики созрели. Выбери один из них. Буква З. Замок. Зебра. Зеркало. Заяц. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них.
Буква И. Игла. Индюк. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них. Буква И краткая. Йод. Йогурт. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них. Буква К. Крот. Кошка. Книга. Корабль. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них. Буква Л. Лев. Ложка. Лиса. Лодка. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них. Буква М. Мышка. Молоток. Морковь. Медведь. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них. Буква Н. Ножницы. Носорог. Носочки. Нож. Одуванчики снова в воздухе. Выбери один из них. Буква О. Орех. Одуванчик. Облако. Окно. Ура! Весь урожай одуванчиков посеян. Теперь вернусь сюда, только следующим летом. Здесь у нас колокольчики. В них собирается самая свежая и полезная роса. Смотри, как переливается роса. Давай подойдем и посмотрим. В этом задании мы смотрим свежую утреннюю росу, собранную в наших колокольчиках. Выбери один из колокольчиков, и мы увидим, какие росинки в нем спрятались. Буква П. Паук. Печь. Пушка. Пчела. Мне нравится. Давай выберем еще колокольчик. Буква Р. Рак. Рыба. Роза. Давай посмотрим еще. Буква С. Стул. Стол. Страус.
По-моему, в колокольчиках еще осталась роса. Давай проверим. Буква Т. Тарелка. Топор. Табуретка. Тигр. Мне нравится. Давай выберем еще колокольчик. Буква У. Утка. Утюг. Улитка. Удочка. Давай посмотрим еще. Буква Ф. Флаг. Фонарик. Факел. По-моему, в колокольчиках еще осталась роса. Давай проверим. Буква Х. Холодильник. Хомяк. Хлеб. Хлопушка. По-моему, в колокольчиках еще осталась роса. Давай проверим. Буква Ц. Цепь. Цветок. Цапля. Цыпленок. Здорово! Мы посмотрели все свежие росинки. Какие они все-таки красивые! И умылся заодно. Капушка попросила меня повесить сушиться белье. Здесь его столько, а вешать надо согласно алфавиту. Поможешь мне? Просто укажи букву на корзине, и я развешу все простыни на эту букву. Буква Ч. Часы. Ой. Чайник. Белье улетело. Интересно, оно вернется? Черепаха. Ой. У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква Ш. Шарф. Белье улетело. Интересно, оно вернется? Шишка. Ой. Шапка. Ой. У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква Щ. Щука. Белье улетело. Интересно, оно вернется? Щетка. Белье улетело. Интересно, оно вернется? У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква И. Буква И. Ой. У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква твердый знак. Буква твердый знак. Белье улетело. Интересно, оно вернется? У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем.
Буква мягкий знак. Буква мягкий знак. Ой, у нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква Экскаватор. Белье улетело. Интересно, оно вернется? У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква Ю. Юла. Ой. Юбка. Белье улетело. Интересно, оно вернется? У нас еще столько белья в корзине, так что продолжаем. Буква Я. Ящерица. Ой. Якорь. Ой. Яблоко. Белье улетело. Интересно, оно вернется? Превосходно! Мы развесили все белье. Капа будет довольна.